По нашумевшему роману Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» съемки фильма начались еще в прошлом году. Полгода кропотливой, интенсивной работы над воссозданием суровых пейзажей сибирской тайги, могучей ангары и природных стихий позади. Сейчас съемки близятся к завершению. Что дается тяжелее всего в этой экранизации? С чем сталкивается съемочная группа во время работы? Мы узнали у них лично. Каждый день он трудный. Я сама не ожидала этого. Каждый день нам что-то приходится быть сильнее, быстрее, выше. Каждый день дается очень тяжело. Очень. Я даже не могу объяснить, почему. Вроде как бы мы не первый день в кино. Мы все работали на сложных проектах. Эмоционально, наверное, тяжело. Очень много актеров в кадре. Каждый хочет внимания, каждый хочет доброты, ласки. Актерский состав впечатляет. Сергей Маковецкий, Юлия Пересиль, Евгений Морозов, Александр Баширов. А на роль Зулейхи приглашена наша землячка Чулпан Хаматова. Не соглашаюсь на те роли, где я чувствую, что либо играть нечего, либо как-то мне, как вы сказали, неуютно в ней. А этот человек меня очень заинтересовал. Потом мы встретились с Егором Анашкиным. Я увидел умного, талантливого человека, который слышит меня, а я слышу его. А потом я узнал, какие у меня будут блестящие партнеры. Сегодня снимались две сцены, которые сложны и в плане постановочном, и в плане эмоциональном. Первая сцена была у нас Константин Арнольдович, которого играет Саша Сирин, да, он все-таки не выдержал и решил утопиться. Нырял, естественно, каскадер, Сашу мы просто водой холодной обливали, очень тяжело. Эта сценочка очень жанровая, но чаще всего жанровые сцены снимаются дольше, чем обычные, потому что это настроенческая история, это детали, это крупные планы. Сейчас мы хоронили девочку Машу. Естественно, ребенка мы не положили в кадр, но очень эмоциональные вещи тяжелее даются, чем физические. В романе рассказывается о жизни вынужденных переселенцев. В нечеловеческих условиях каждый герой раскрывается по-своему. Через их характер и отношения друг с другом мы узнаем о реалиях того времени. В фильме много места уделено актерам второго плана, но они отнюдь играют не второстепенные роли и даже помогают раскрывать образы главных героев. Меня зовут Женя, я из Перми. Я Нияз, из Татарстана, из Атни. Первый раз в таком проекте. Масштаб очень такой впечатлительный. Да. С такими людьми приходится работать, с хорошими актерами, именно с московскими. Очень нравится. На роль Луки выбрали Алексея Нафричука. Не актера вовсе. Это тот случай, когда твоя особенность играет тебе на руку. Меня вычислили через Федерацию спорта инвалидов. Я путешествую пока на надувной лодке, путешествую, плаваю летом. И тут звонят. Я думал сначала розыгрыш какой-то. Говорят так и так, что нужен артист без руки. Причем по книжке без руки, без правой. Но у меня нет левой. Съемки «Ангары» провели в Пермском крае. В Казани на улице Кремлевская, в самом Кремле. В Подмосковье и в Москве был снят город 30-х годов. В Кукмарском, Зеленодольском и Влаишевском районах республики снимали деревенские эпизоды. Поселение Семрук, которое переселенцы построят после нескольких лет труда, возвели на берегах Камы. Но многие по сюжету романа не дожили до подобных пейзажей. Ведь ссыльные жили и умирали в землянках. Их также воссоздали здесь. Масштаб проделанной работы велик. Тщательность в экранизации романа прослеживается во всем, начиная от выбора мелких реквизитов до масштаба в строительстве деревни. Чтобы передать сибирскую непогоду, усилить драматизм в фильме, создатели пользуются пиротехникой. Это атмосферный эффект, это ветер, снег, дымы, то есть туман, или же, например, техногенные какие-то дымы, это завод, паровоз. Потом в деревнях, когда костры, все очаги горения, печки. Съемки – это не такая тяжелая часть работы, любят говорить режиссеры. После начинается самое сложное. Ведь ничего уже не переснять, а монтаж, озвучивание, наложение спецэффектов и другие процессы постпродакшена смогут это исправить. Скоро ли появится на экранах фильм? Самый частый вопрос. Производители говорят, что нынешней осенью. Мы уже сейчас ждем его с нетерпением.